Здравствуйте! Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых предлагает вашему вниманию рубрику «Разговор о творчестве». И сегодня у нас в гостях художник нашего города Хасенов Фарид Аргынович. Хасенов Фарид Аргынович родился 15 августа в 1951 году в городе Семипалатинске. Окончил Семипалатинский педагогический институт имени Крупской, художественно-графический факультет. Работал на кафедре живописи Семипалатинского педагогического института до 2004 года, на кафедре дизайн и инженерная графика Семипалатинского государственного университета имени Шакарима. Участвовал в республиканских и городских выставках. Среди них юбилейная выставка произведений профессорско-преподавательского состава кафедры и выпускников художественно-графического факультета, ежегодная выставка художников «Осенний салон», выставка художественного творчества «Весенний вернисаж», выставка художественного творчества «Край родной», выставка «Тандем» совместно с художником Адылхановым, выставка живописи, графики и прикладного искусства в литературно-мемориальном музее Достоевского. Художественный проект «Музей имени семьи Невзоровых» открывает свои двери человеку труда. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая выставки конкурсы произведений художников города Семей, посвященные Дню независимости Республики Казахстан. Первая выставка конкурс художников области Абай. Республиканская выставка произведений профессорско-преподавательского совета художественно-графических факультетов педагогических институтов Казахстана. Фарид Аргынович, добрый день. Мы очень рады, что вы нашли время, пришли сегодня к нам. Большое вам спасибо. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве. Где вы родились, где прошло ваше детство? Может, какие-то яркие впечатления, воспоминания? Родился я здесь, в Семипалатинске, 15 августа 1951 года, в первом роддоме нашем. Сейчас садик, ясли, где пошла, в общем, самостоятельная жизнь. Мама-то рано, в те года, в течение года с ребенком мама сидит, а потом уже на работе. И во свежих яслях. Ясли садик, вот, который сейчас реставрируется, угол бывшей, советской и Жданова бывшая, а сейчас она Каюм Мухаммедханова, казначейство как бы. В общем, вот так вот. После этого в садике на берегу была спасательная станция, рядом дом двухэтажный, наполовину деревянный, и вот там был садик, и вот те годы до школы почти. В круглосуточном садике воспитывался. В субботу, воскресенье забирала мама, потому что работали, она одна работала, вот, я у нее один был, и, в общем, так вот, насколько помню. А жили мы вначале в Казахском краю, на квартире, да. У родственников бывали, и вот. Затем мама работала на большевичке, когда Саягуза приехала. Во время войны она девочкой работала в столовой в Аягузе, она одна была. И, в общем, это. А здесь на большевичку устроилась в фабрику и дали квартиру, не квартиру, а вот как общежитие. В доме, где были там молодые тоже девчонки, которые работали швеями. Вот я насколько помню это. Вот. В одной комнатке 2 семьи жило. Как раньше шторка, там одна семья, это 18 или 15 квадратных метров. Понимаете, вот так вот было. А остальные 2 комнаты предоставлены были этим молодым работникам, большевички тогда, в те времена. Помню, жили дружно, да, все как большая семья, да? Когда вот Новый год, все, спускались на первом этаже, все встречались, радовались. В общем, да, у нас разные национальности были жильцы. Там и вот смешанные, вот у меня, например, мама как татарской крови, казахской у меня отец, вот. Русские, евреи, потом еще какая-то была, разных национальностей. И все вот жили в одном помещении, да? Да, и в одном дружно. доме жили. Помню, когда уже пацаном бегал, мама на работе, потому что когда она работала на большевичке, там военный заказ, военный представитель приезжал, когда проверять продукцию, шинели шили военные,
Тогда фабрика работала и ночью, и днем. В общем, подбирали там где-то какие-то недоделки в продукции, в шинелях в этих. Ну вот приходилось. Иногда пробегаешь во дворе, раньше хлеб с маслом, это, бегаешь и уснешь в итоге. Порой на втором этаже была, просыпаясь не у себя в квартире, а соседей. Ну, видите, мальчишка спит к себе, а потом проснусь, ну, естественно, маме объяснят. Он бывал такой, потому что я и сам несколько раз в цеху в те 50-е годы, начало 60-х, ну, после сталинской это, когда была, как сказать, амнистия, сложные времена были, тяжелые, да. Шинели положат, соску мне, я и усну, и сплю там. Они работали так, ночами. Подтягивали, чтобы премию дали, и все. Понятно. Вот такие вот дела были. Ага. А школа потом вы... Потом школа. Какие у вас Учился воспоминания? Меня в 16-ю школу определили, в русскоязычный. Там первые 4 класса на русском, а остальные на казахском языке. Ну вот. То есть вы Уже вначале в на 58 русском году. учились, потом в казахских классах учились? Нет. Нет, а вы дальше Да, продолжили? рядом школа была возле этого. Там только на русском. А в Казахском крае я, если бы жил, может быть, я и знал лучше, конечно, казахский язык. А вот вы уже в школе, вот в школьные годы поняли, что вы хотите заниматься живописью, что вот Нет, искусство нет, вам интересно. Когда это проявилось? Это в школе вообще, но у нас учитель был Левченко Владимир Пантелеич. Физику вел, математику и черчение. Вот он здорово преподнес нам основы, перспективы линейно-воздушные. Тогда основы дал в школе еще. Учитель он был вообще физик-математик. Но он строгий был, все, мы его и побаловали. А у кого интерес был к этому делу, мы начали автопортреты, он рассказал о перспективе, как закомпоновать, построить линейный рисунок. И немножко в тоновом плане, как работать, штриховать и так далее. И начали друг друга в зеркало, и дома домашняя работа в зеркало рисовали. Ну, там, конечно, смешные работы были, но уже мало-мальски похожи были. Вот Уже интерес так проявлялся. Да. Потому что, когда рисуешь, дети все в основном-то рисуют. Да, в основном. А потом познаешь, что-то не так, не получается, неестественно. А вот линейные перспективы, так как показать правильно точку схода найти, дома, даль передать. Вот это было интересно, я начал это как-то. Жаль, что Сухов Женя со мной, вот, художник, старший учился в нашей школе, в 10-й, это потом уже, сначала в 16-й, а потом перевели в 10-ю, маленько свободная. Ну и, в общем, это судьба не свела в те времена. Он уже не рисовал хорошо, у него же родители были художники. Евгений Викторович Сухов, да? Евгений Викторович. Ну, как-то вот так случилось, что это... То есть вы были знакомы с детства, можно сказать, Детство, школьные да, годы познакомились? Но он старше был, поэтому он это самое, на класс. Ну и было бы хорошо, конечно, с ним бы. А вот в студии, вот такая Не, художественная, я вы не знал, посещали? Нет, не посещал. А Дом пионеров, если бы мне кто-то подсказал, у нас тогда, правда, это, может быть, и как-то больше раньше началось бы, меньше пробегал, времени меньше потерял. А я занимался немножко гармошкой. Тогда модно было баяны у всех. Это, ну, Вы умеете играть на музыкальных нет, инструментах? А на слух есть вообще. На гармошке, на татарской, на одном наберу на клавишах, а вот совместить не получалось. Надо было идти учиться. Но принимали в школу музыкальную только баян, чтобы был, а возможности тогда. Мама купила гармошку, а баян не потянули. То есть должен был инструмент быть с собой? Инструмент свой, все это. Но многие тогда учились, играли, и, в общем-то, может быть, и по другому пути пошел бы. А потом уже в основном художественные дела пошли, как парни увидели, мы со двора ребята приходили, я рисовал в карандаше Ленина, ну и другие портреты. В основном Ленин как-то уже можно, не глядя по памяти, не нарисовать. А потом вы, уже когда закончили школу, решили поступать именно... Нет, я вообще не думал об институте. Так. Нет, так. Вечернюю школу я заканчивал, вечернюю школу рабочей молодежи. Я в 16 лет пошел на перчаточную фабрику поработать. Ну, маме помогали. Ну и, в общем, это... Когда поступил, а как, я вдруг пошел с армии.
Я уже работал, 9 лет стажа. В армии кстати, вот, в армии, до армии ребята мне сказали, попадешь, скажешь, умеешь рисовать, и не стесняйся. А у нас конкурс был «Ленин, кто умеет». Посадили нас и давай. А обычно рисуют как? Ребята, вот, армянский, армянин, если он похож на армянина. Да. Казах где-то более немножко, а я никто не все, как говорится. Вроде, да и Ленина уже рисовал, правда, по памяти не мог. В вечерней школе еще вечерком уже и спать охота, все, начнешь в блокнотике рисовать. И вот так вот. А потом в армии нас, в общем-то, отобрали по рисункам, давай будешь вот оформлять. И я вот так вот начал, потом уже ленинские комнаты и так далее. Служил это в полярном городе Полярный Мурманской области, это север. Да. Когда нас туда привезли, интересно, впервые увидел северное сияние. Идем толпой, все что-то смотрят на небо, оказывается, интересно. Потом вспомнили про северность. Ночь полярная была, это в ноябре, с 1 по 7 ноября мы в дороге были. И 8 уже в Мурманске, и там вот увидели впервые, это интересно. Вот. А когда начал рисовать, впервые живописью, как это, краску разбавлять, она течет, не знаешь, там ребятишки некоторые соседних художники соседних частей военных, встречались, друг у друга учились немножко, без образования. Еще в армии, получается, да? Да, присягу писал, рисовал всякие эти. Оформляли, да? Да, оформителем, самоучки, в общем, оттуда пошло. В конце уже я столовую расписал, опыту немножко набрался, уже вот пришел с армии опять работать, работал немножко, сначала на перчаточной, потом на обувной работал, вот. Тоже по ходу рисовал для себя. Портреты Есенина, также Ленин, также это. И Портовский заметил, давай будешь оформлять. С армии, когда я пришел, будешь художником оформлять. А тогда много писали соцобязательств всевозможных, доски, показатели и так далее, и так далее. А особенно сложно было в начале артикулы. Что, Семипалатская обувная фабрика мелкая, а я никогда мелкая не писал, большие в основном. Пришлось покорпеть, написал. Деньги-то ушел на это, артикулы и так далее, вник. Потом оформлять оттянуло, большие форматы эти, как-то неплохо, в общем-то, получалось. Со мной еще были ребята, взрослый один мужчина был, Юрий Иванович Ларин. Кстати, он в каталоге здесь есть, но работа одна у меня где-то была. Ларин Юрий Иванович, интересный человек был. Вот. Махновцы, братья, знают, великолепный вид. А расскажите, пожалуйста, о студенческих теперь годах. Приехал друг с армии тоже. Давай, говорит, вместе, я и не думал никогда об институте. Поступать позвал, да? Поступать. Давай, что-то, я помню еще вот эти вот навыки, которые нам давал Левченко Владимир Пантелеич. Думаю, давай попробуем. И голову я мог рисовать. Там гипсовая на экзамене сначала была, по-моему, розетка, лепесточек. По 2 работам ценили у нас, там баллы выводили. Потом Вольтер был. Но я нарисовал, все нормально, еще сзади ребятишки были, посмотрели, вроде как будто я учился, в школе так вот. Хороший учитель был. Это, в общем, дал, что нам необходимо. Но я не думал, если вовремя кто-то заметил, может быть, пораньше. Было желание как-то в Алмату. Я сначала поехал, походил возле училища, так и не зашел. Да вы что? Вот. Не решились? Приехал товарищ с армии, давай, говорит, давай, я Коля Бахирева. Потом я его тоже, в общем, так. За компанию поступили? За компанией тоже. Сначала мы не поступили, сдали экзамены, стаж там и так далее учитывали. Но у нас не хватило, у меня 2 балла не хватило. В целом. Тогда по конкурсу не пошли. Да. У него полбалла. У меня полбалла не хватило, у него 2 балла, наоборот. Вот. Потом приехал я на фабрику, с документами
когда пришел, встретился Червяков, Червяков декан был тогда. Червяков, извините, забыл отчество Владимир. Евгений Петрович Червяков был деканом. И я говорю, за документы, он спросил фамилию, тут все, говорит, вас зачислили. Я от неожиданности. Обрадовались, да? Он говорит, смотри, осторожно. А я на велосипеде спортивном приехал, в майке. Он говорит, смотри, от радости под машину не попади. А вот кто у вас преподаватели? Преподаватели у нас была по рисунку Бедокурова Людмила Сергеевна, рисунок. 1 год она у нас вела. По живописи Лихачев Иван Филиппович. Потом мы руководителем дипломной он стал. Много он мне дал. После первого курса мы поехали на Каштаг. Конечно, там только начинался строиться этот палач, то есть лагерь, спортивный лагерь наш, институтский. Вот, приехали мы. Ну, ребята, естественно, на тяжелых работах, девчонки там помогали по мере возможности. Утром на зарядку, завтрак и на работу. Работа, значит, до обеда. Пишем, этюды рисуем, пишем, тогда было все здорово. Иван Филиппович, кстати, был, потом еще многие по другим дисциплинам были преподаватели, молодые. В общем, было здорово. И вы после института остались преподавателем? А там просто, да, получилось, наблюдаете, кто как работает, что делает. И в итоге тематика дипломной работы. И Иван Филиппович, когда у меня стал руководителем, сам я ездил, отпустили меня за год. То есть осталось, да, год. С 4-го курса на пленэр, сам я уже тема была, в Челябинск ездил, Столивара. Ну, я там наброски сделал, нашлепал, как говорится, самостоятельно привез, потом уже собрали, и Иван Филиппович руководителем. Конечно, у него опыта больше, все, он мне где-то и подсказывал, показывал все это. Хотел я больше самостоятельно, конечно, но он-то больше знал. Более это. Понятно. А вот скажите, вот в тот период художественная жизнь в нашем городе, вот выставки какие-то, вот как вот эта вот атмосфера какая была? Ребята, до поступления смотрю, художественные интересно, они береты, этюдники там, где-то писали они, так наблюдал, все интересно, конечно, завидовал где-то, но я никогда не думал, что это, чисто завидовал мне, как говорится, без такой-то. А еще вот что меня постигнуло, фильм был тогда «Москва, любовь моя», по-моему, Олег Видов, «Москва». А, да, «Любовь моя», не тот фильм, другой еще. Олег Видов художник был, как бы в кино там. И вот мастерскую его показывали, все, я вдохновленный, еще до института это было. Камень, наверное, шел такой, нашел большой, плоский. Одел, и вот тогда я о законах этих египетских росписей не знал ничего до института. На голову этот камень молодой был, покрепче, камень большой взял, на голову сыр дыша нес домой. Люди на меня смотрят, как на странного товарища. И я его потом расписал, вот, взял с открытки. Там есть же изображения, эти, не петрографы вот эти, а вот египетские тематика. Вот, нарисовал, где-то долго хранилось, потом матушка это дома я собирал, делал, писал сам разные работы коллекционеров. Куда делать, потом не знаю, может найдется где-то. Жалко. Потом подумаю, шутка. Ну, в общем, вот было это все. Вот какие были яркие выставки? Вы сами, когда стали участвовать в выставках? В студенческой, да, мы все, конечно, выставлялись, предлагали нам, выбирали, подсказывали, да. Помню Кулагин Андрей, который сейчас, вы знаете прекрасно, он в интернете-то. Тоже наш студент, он помладше был тогда, Андрей Кулагин. Но он активный в этом плане. Я как-то это участвовал, конечно. Особенно пленерный, когда мы поехали в Узбекистан после Татьяны Александровны Сумской уже работала, вела историю искусства. В общем, она дала нам всем, как говорится, наставление. И с таким нас послали писать пленэр. Выбрали студентов, которые более-менее способны были, естественно, ну, чтобы дисциплина, нормальная учеба. И вот нас набралось, я потом фотографию принесу.
Николай Григорьевич у нас был, он как Егоров, по, да? по живописи вел, да, по живописи. Каиртай же Купиш был руководителем. Ну, а нас постарше ребят, вот мы маленько следили тоже за молодыми ребятишками. В Узбекистан ездили? В Узбекистан, через Ташкент, через Чимкент, Ташкент и Самарканд приехали. Спортивный лагерь за городом был типа нашего, назывался Юшлык. Там студенты все с разных факультетов тоже. И вот мы в Самарканде 35 жары, воды наберешь, этюдник полный красок, жара, тогда молодые, ничего, нормально. Плюхнешься в эту речку горную. Спортивные были мероприятия. Ну, а Егоров всегда у нас принесли работу, наработали. Он уже и сам писал. Иногда вот показывал где-то, предложит, только посмотришь, как травку писать, думаешь. А он быстро, это, ну, он молодец. Ну, пленэр вот. очень много дает, Да, конечно, да? И вот наброски я потом покажу, когда мы ехали. Вот. И выставку организовали в институте. Когда приехали, вернулись, Приехали, да? да, по приезду мы уже это... Ну, конечно, и по истории искусства я на лекциях любил слушать. От Татьяны Александровны очень. Она, где надо, лектор, это тоже большое искусство. Ведет, знает, что ведет, и где надо, остановится, а я конспектирую. Потому что я и работал, после занятий приду, часок-другой отдохну, мама жива, кушать и все это, и я на работу. И там я числился каким-то плотником, ну, подснежником, как Горбачевский. Свобода 10, 9 этажей, по 4 стены. Я в день там бывал еще, ну, там приспосабливался. Фон в основном, тематику подбирал сам, делай, как говорится, ну, естественно, советская тематика, спортивная и студенческая и так далее. И все эти, и плюс стенды делал. Колотил, грунтовал, по ходу учился и работал. И еще это, стипендию поначалу-то я не получал, потому что полбалла не хватило, как раз это самое. А потом начал, когда полгода прошло, сессию сдал, нормально, все, старостой был, ну, как-то постарше, поэтому, да и парень был, а девчонки не хотели. Ну и, в общем, это стал повышенным, получается, 46 плюс 70 с копейками, как учитель института. Это работал в общежитии. Вот. И все пошло так, я постоянно, в общем-то, это получал стипендию. Вот. И в общем, с ребятами, со своими мы собирались и в институте, и в общежитии комната была, рисовали домашние работы порой. Здорово было, в общем, интересно. Есть что вспомнить, да? На 8 марта мы с ребятами выливали Сидоркина, была чеканка, материнство. Да. Я срисовал, уже опыт был, чеканку выдавил, и в эту формочку выливали. На металле можно сколько угодно. И девчонкам вот дарили на 8 марта с гипса. Ну и сами уже раскрашивали, делали, экспериментировали. Так Все вот. понятно. Подрабатывали, плюс еще работы хватало. Стенды, плакаты на праздники, сами понимаете, машины оформили и так далее. Плюс, А вот сейчас, или даже тогда, возможно, в студенческие годы, какое время года вам больше всего всегда нравилось писать? Я думаю, что вы всегда и зимой выходили на этюды, и осенью, весной. Было, да, тогда. Вот что вам, какое время нравится вообще? Время суток, время года? Вот и почему? Ну, конец зимы и весна, потому что потеплее, проталины, связано с отражением в воде. Вот костерчик разведешь, тогда как-то не было такого, пожаров вообще нет, таких вот, как сейчас, действительно. Вот сядешь, костерчик разведешь, кушать возьмешь с собой, там, колбаску поджаришь, это, попишешь, отдохнешь, и, в общем, интересно было. До Татьяны Александровны, что вам сказать, была искусство вела у нас Юферова, Ирина Петровна. Ирина Петровна, да, конечно. Вот она. И как-то приехала выставка, еще в мечети была, в той центральной. И молодые художники выставляли Советского Союза тогда. Камиль Мулашев, его работа, триптих, оригинал. Здесь были уже как бы копии большого формата, понимаете? А там оригиналы были. Вот мы, студенты, нас пригласили туда, все. После выставки Ирина Петровна и говорит, вот будете
интервью свое, как студенты вы видите, расскажете и так далее. На телестудии это было. Троих перевала Саша, я еще кто-то был. Ну, тогда прямое, съемка тоже, знаете, такая. Прямой эфир, да. Там и нельзя было право, лево и так далее, согласно опроснику. И вот работа Камиля Малыша. И последние годы я уже его здесь видел, все, общались, но теперь это еще чьи-то работы были. А тогда с нами были, мы общались, Михаил Михайлович Беляев, Третьяков, но они уже здесь мэтры были для нас. Вот. И еще их друг Свиурпа, который инженер был, ну, писал с ними, и Михаил Михайлович Гавриленко, по-моему. Петр Павлович Гавриленко. Я его видел так, а близко не общался, но он тоже знал, конечно. Вот. А вот Давайте, скажите, пожалуйста, вот как вам, как для художника, вот наш музей, вот какое-то Ой, вот, это- что значит, какое место занимает и вообще вот. Музей, он, вы знаете, я и в Алмате был, смотрел, конечно, ну, Алмата есть Алмата, в Астане я видел тоже музей. Наш это вообще, это храм искусства, действительно, я бывал в Ленинграде пару раз, 3 даже, зимой раз ездил. В Русском музее был это, для нашего города, для Казахстана это, ну, много я там видел как раз вот эти вот вещи, которые у вас здесь есть, искусство вот это. И, Такие мастера, да? То есть да. для вас это было радостью, когда музей конечно, открывался для всех многие не художников, да? понимают, еще наши товарищи не ходят, правда, немножко он как-то не в центре, как бы, а те, кто знает искусством, увлекаются, конечно, здесь ищут, спрашивают, где направляющий, в общем-то. Да, То есть это было событие, да, когда событие открылся обязательно. музей? Это каждый, в общем-то, каждая выставка – это праздник, Да. особенно кто причастен к этому. Надо только вот ребятишек почаще, как это объяснить? Ну, у нас Не- школьники посещают, Да, у нас посещают, студенты ну, пореже, разъяснять, конечно. чтобы они, те, кто понимает, вернее, склонны к этому, чтобы они потом больше уже это дает толчок для поступления, где-то определиться, в каком жанре работать и так далее. Конечно, это воздействует, это определенный опыт и практика Да, для да. студентов, конечно, это большая возможность. А вот скажите, пожалуйста, что для вас значит счастье? Счастье. Знаете, вот это хорошо сказал Расул Гамзатов. Я счастлив, не безумен и слеп. Я на судьбу менять не вправе. И все же, пусть будет на земле дешевле хлеб, а человеческая жизнь дороже. Как замечательно О, да. сказано. Фарид Арганович, Да. большое спасибо за беседу, за то, что вы нашли время. Особенно большое спасибо за стихи. Дорогие друзья, мы благодарим вас за внимание и до следующих встреч. Всего доброго.